Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, сегодня хочу предложить вам такую тему для гадания. Есть ли у него другая? Что сейчас между вами? Если отношения непонятные, если отношения странные, давайте попробуем узнать, что же на самом деле происходит. Пожалуйста, подумайте о своем любимом человеке, вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Посмотрите на песочек, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Милый, дорогой, назовите его по имени. Если у тебя другая, что сейчас происходит между нами? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что же происходит между вами сейчас и если у него другая. Так, ну что, мои дорогие, между вами сейчас колючки. Колючки, липучки и прочее. Между вами есть человек. Здесь, смотрите, здесь один человек и здесь второй человек. Между вами есть люди. Люди, которые вас пытаются всеми правдами и неправдами друг от друга разлучить, раскидать и не позволить вашим отношениям состояться. Здесь несколько людей. Даже я так больше скажу. Здесь есть женщина однозначно. И есть он сам. Скорее всего, это он вышел. Человек, который, ну, как собака на сене, да, никак не может определиться. Смотрите, начну я, скорее всего, с него. По нему. Здесь идет момент того, что он, смотрите, он человек, который, ну, у него очень много желаний, очень много хотелочек, и он человек, который легко соблазняемый, скажем так, да, живет он какими-то нижними чувствами и подвержен соблазнам, подвержен он таким каким-то хотелочкам, нужно, не нужно, вот хочется хуже, чем болит. Человек несерьезный, человек незрелый, но при этом строит из себя, там, я не знаю, какого-то, не знаю, мега-мачо, да. Что у него в руках? У него в руках две мечты. Во-первых, деньги. Деньги для него очень важны. Материальное состояние очень важно. Важно продвинуться, карьеру создать, не знаю, там бизнес свой, заработать как можно больше. Причем он заработать желает не для того, чтобы, например, там дом купить, да, построить. Он желает вот для себя, да, купить себе какую-нибудь хорошую там люксовую машину, да, какие-нибудь там часы необычные, дорогущие, куда-нибудь на отдых съездить. Там гаджеты какие-то. То есть у него хотелки очень земные. Но они, опять же таки, для него, для себя любимого идет. Этот мужчина, он, ну, эгоцентрист, будем говорить прямо. Вот. Второе желание, это, конечно, любовь. Любовь прекрасной женщины к нему. Здесь вы вышли, смотрите, какая в красивом платье. Но при этом он желает, чтобы... Смотрите, здесь вот такой рыболовецкий крючок, да, такой вышел прям, чтобы вы были у него на крючке, чтобы вы были послушны, чтобы вы исполняли его волю. Когда нужно ему, вы бы приходили, когда не нужно, вы бы уходили и как бы не вмешивались в его жизнь. Человек вот абсолютно, я не знаю, ребенок. Ребенок незрелый, хочу игрушку, не хочу игрушку, хочу новую игрушку. То есть сказать, что мужчина серьезный, что он созрел, и неважно, кстати, сколько ему лет, я не могу, потому что этот мужчина на сегодняшний момент ведет себя, ну, по крайней мере, безрассудно, да, вот прям безрассудно и все. Что будет дальше? Что будет дальше? Покажет время. Но ему все время подогревают вот этого ощущения, что вот он во всем прав, что он прям такой гений, да, что он там селебрити. Вот эта женщина. Эта женщина, она какая-то, ну, знаете, у кого-то отыграется соперница, у кого-то отыграется, как будто бы это его мама, да. Здесь женщина очень деловая, очень активная и очень прогрессивная. Возможно, она даже, ну, статусная, что ли, да, занимает какое-то положение в обществе. Может быть, у нее там, не знаю, деньги есть, она привыкла управлять людьми, она привыкла играть в эти игры, когда она типа там серый кардинал, а все вокруг там ей, грубо говоря, подчиняются. У нее в руках есть молот, причем такой огромнейший молот, а еще у нее в руках есть
Ну, как пряник, да, луна у нее в руках есть. И пряник. Знаете, вот она, скорее всего, заставляет любить себя, людей, либо шантажом, либо магией. Ну, как магией. Может быть, психологические какие-то трюки у нее есть в кармане. То есть она хитрая и очень непредсказуемая в этом плане, да, как она поведет себя, вообще невозможно ни предсказать, ни придумать. Итак, давайте подведем итог. Если у него другая женщина, да, есть, но это не про любовь, это не то, что он ее любит, он ее слушает. Вот есть женщина, которая очень плотно на него влияет, то есть, как говорится, промывает ему мозги. Причем, смотрите, с ней он очень послушный, он от этой женщины очень сильно зависит. Он ей слова грубого сказать не может, понимаете, вот такой момент происходит. С вами он, конечно, там, не знаю, там, свободный, там, может сказать что угодно, сделать что угодно, там, не позвонить, не прийти, не приехать. С ней такого не происходит, потому что она его настолько козлит, да, если он этого не делает, что память об этом у него прям, когда он даже подумает, да, что вот я там не позвонил, я там не отчитался, я там не приехал, она же меня там просто порвет на маленькие кусочки, он очень ее боится, очень боится. Эта женщина, вот, скорее всего, она имеет власть, большую власть, она им управляет. Мало того, эта женщина еще и вашими отношениями управляет. Вот все идет по ее воле. Она к вам относится, ну, скажем так, она вас не любит. И она относится к вам вот прям с такой какой-то брезгливостью, я даже сказала. Она считает, что вы там ниже ее по статусу, по рангу, там, не знаю, по родовитости, по происхождению, то есть какая-то, вот я не знаю, тут царица Савская просто вышла в центре в самом, да, гадание на вас и на мужчину, а вышла вот в центре женщина. И она желает от вас, ну, будем говорить прямо, избавиться, да, чтобы вы не мешали ее каким-то планам, ее каким-то делам и прочее, прочее. А вы для нее конкурентка, вы для нее угроза, потому что она боится, что он влюбится окончательно в вас, да, и она потеряет его, потому что она знает, что самое сильное чувство — это любовь. И у нее уже был либо опыт в этом, либо где-то она что-то видела, она про это, в общем, хорошо знает. Возможно, она сама пострадала от любви в прошлом. Вот. Что она будет делать? Ну, она будет гадости делать, козни строить и наговаривать, грязью вас обливать. Возможно, она даже с вами выйдет на разговор очень жесткий, который закончится вот именно какой-то прям такой ссорой, спором таким конкретным, да. Возможно, даже будут оскорбления. Что я хочу вам сказать, мои дорогие девочки? Ну, с этой женщиной тут с ней связь такая очень прям железнобетонная. Ее невозможно прервать. И что бы вы ни говорили мужчине о этой женщине, он будет вас слышать, но для него она просто святая. Вот хоть она его обижает, хоть она там с ним как-то поступает, но она настолько ему это в голову вложила, что она просто для него святая. Правда ли это? Нет, неправда. Потому что если бы она была святой, то она бы никогда не мучила бы этого человека, и у нее бы не было в голове столько много грязных, подлых и злых мыслей. А они у нее есть. У нее в голове просто, вот если так посмотреть, какая-то помойка, которая смердит, понимаете? А она строит из себя. Она, кстати, может, там, я не знаю, на себя денег очень много тратить. Может у этого человека, там, не знаю, заставлять его работать больше, там, чтобы он ей деньги приносил, либо ну, да, ей не деньги нужны, ей нужно его внимание, ей нужна власть над ним, вот что ей нужно. Так, смотрите, еще по поводу того, что вас ждет, да, дальше. Здесь у мужчины есть план вот с вами куда-то съездить, поговорить, повидаться, пообщаться. То есть у него есть план на вас, но она знает об этом плане, и она будет делать все, чтобы ничего не случилось. Возможно, кстати, у вас там день рождения, либо какой-то годовщина у вас с ним будет происходить. Вот эта женщина, она сделает все, чтобы, вот видите, половинка сердца была, да, чтобы другую откусить. Вот. Так что готовьтесь, может какую-то вот прям гадость подкинуть. Вот. По поводу того, что между вами. Но между вами есть чувства, между вами есть привязанность, между вами есть нежность, между вами есть любовь. Но между вами нет взаимопонимания. Вы не понимаете его, а он
Он понимает вас, да, но он не может объяснить свою позицию. Он не может объяснить, почему он настолько сильно подчиняется этой женщине. И почему он никак не может эту женщину, скажем так, ну, удалить из своей жизни, да, потому что, ну, взрослый мужчина, да, вот прям за юбкой бегает и все. Вот, что будет дальше? Между вами дальше будут разговоры не самого приятного толка, где у вас с этой женщиной будет просто какая-то холодная война за мужчину. Вы будете его делить, причем каждая будет по-своему действовать. Вы разные вы и в менталитете, и, скажем так, в своих проявлениях. Вы будете уговаривать, упрашивать, возможно, даже плакать где-то, жалобить, в общем, вы будете. А она будет давить. Понимаете, вот прям давить. Я вам скажу так, что ваша позиция, вот та, которую вы выбрали, она ошибочная. Этот мужчина, он привык к давлению, привык к каким-то прям таким резким моментам. И знаете, я не хочу тут каркать, да, но я вижу, что ваша тактика, она не сработает. Я вижу для вас другой путь. Вам нужно с тем человеком, во-первых, вам нужно поверить, что вы принцесса. Во-первых, нужно поверить, да, что вы ничем не хуже, чем вот эта женщина, а намного даже лучше, что вы ценность, что вы просто бесценный дар, да, в это нужно поверить. И так себя вести. Тогда вот этот мужчина, он уже будет относиться к вам по-другому. Он уже будет понимать, что я не выбираю не между там девочкой и женщиной, а выбираю между двумя сильными женщинами. Ему нужен сильный человек, ему нужен лидер, ему нужен тот, кто его направит. Почему он так за ней держится? Потому что она его вот конкретно железной рукой направляет, куда нужно, куда не нужно. А вы нет. Вы даете ему карт-бланш, вы говорите: ой, милый, как ты решишь, как ты скажешь, ты же у меня там такой умный, 5-10, а ему нужны ежовые рукавицы. Понимаете, девочки, если вы можете переобуться, переобувайтесь прямо сейчас. Прямо сейчас начинайте себя ценить, уважать. Хочет интима, пусть заслужит. Хочет, чтобы вы там ему, не знаю, там борщ сварили, пусть что-то для вас делает. То есть каждый раз ему говорите, какая вы уникальная, какая вы классная, как ему повезло, что он с вами рядом. И будьте вот такой немножечко психованной и капризной. А знаете, мужчина, конечно, первое время будет в шоке, а потом он совсем по-другому начнет к вам относиться. Он станет шелковый, он станет покладистый. И вы просто обхитрите вот эту даму. Обхитрите ее, обделайте, обскачите, да, и вот она реально потеряется, потому что она, кроме своего поведения, она ничего не знает. Она так привыкла, она с этим срослась, это ее роль навсегда, маска, которую не снять. А что касается вас, то вы же разная, да? Вы же у нас и добрая, и прекрасная, и нежная. Но если вы еще освоите роль именно такой капризной принцессы, то мужчина будет ваш. Мужчина будет ваш, мужчина будет рядом с вами, мужчина, ну, скажем так, никогда от вас не уйдет и ни на кого вас не променяет. Поэтому, мои дорогие, совет, конечно, идет тут такой странный, но тем не менее. Немножечко больше побалуйте себя, покапризничайте, почувствуйте себя действительно принцессой, и пусть он исполняет все ваши желания. Ему это будет полезно, вам это будет полезно, а вот ей это будет прям в спину нож, понимаете, вот чего вам нужно и добиться. Если вы будете дальше вот его там упрашивать, уговаривать, выпрашивать, да, там плакать себе в подушечку, но это ничего не даст. Он к этому привык, вернее, он сам в таком положении, да, это его роль по жизни, и как бы даже сочувствия вы от него не получите. Но если вы превратитесь из маленькой девочки в такую, знаете, госпожу, с большой-большой плеткой. Вот это да, вот это его простимулирует. Так что, мои милые, что я хочу вам подсказать. Меняйтесь себя, меняйте свой внешний вид, свое отношение к себе, к жизни, к нему. И вы увидите, какие результаты пойдут. Это не вредно, это даже полезно. Иногда полезно примерить другую маску и почувствовать себя актрисой. Так, мои дорогие, желаю вам всего самого наилучшего. И на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.